Казани я бывал до этого. Кстати говоря, мой отец, которого я не знал никогда, но знал, что он работал инженером Новлынефть. Вообще это было тяжелое время, конечно, для России, и американские доктора как-то это понимали, прониклись симпатией и очень были трогательно относились и к детям, и к родителям. Нам очень помогало дружеское очень отношение к этой акции Ментимира Шариповича Шаймиева. Это был очень важный для нас контакт, и помощь его была, конечно, очень большая. Когда мы привезли все эти технику, всю привезли в Москву, он помог нам загрузить в какой-то самолет свой из Татарстана. Это было на таком энтузиазме, в общем, мы относились к этому как к самому важному делу нашей жизни. Когда я увидела родителей с детьми в больнице, когда мы прилетели, и я увидела, какая у них надежда в глазах у всех, да. У них были просто, они как будто бы они ждали какого-то чуда. И главное было, что это чудо как-то, как случилось это чудо. Поэтому вот это вот я помню, когда каждая операция заканчивалась, и когда доктора выходили и говорили, все прекрасно, все хорошо, и родители просто кидались от радости, они плакали, рыдали, обнимали друг друга, и я помню. Мы в будущем году планируем проведение такой, типа симпозиума, и постараемся пригласить детей, которых мы спасли, врачей, которые сотрудничали с нами и с американскими врачами, и отметить тоже 100-летний юбилей Татарстана. Мы бы хотели сделать это праздник, скажем, для всей, я не могу сказать для всей страны, но для Казани, для людей, которые прошли через это. И для Татарстана все-таки эта акция была очень важная, и мы бы хотели как-то совершить это, сделать из этого как праздник, да, и праздновать жизнь этих детей. Что-то такое, что запомнится навсегда. Потому что мы уже все-таки пожилые, мы прошли уже длинную жизнь после этого, и это как полный круг, который совершен. И мы хотели бы, чтобы это как-то запомнилось нам тоже навсегда, вот это.